Осы берімізді біз ноғай тілінің юрт диалекті ақында хабар бардырайық. Ем берімізге үйрету материалын қосайық. Ол юрт диалекті мен айырым танысуға пайдалы болары. Юрт ноғайлары Аштархан ноғайлардың үлкен субэтносы болады. Астрахан областында Саулайы 4 субэтнос саналады. Юрт ноғайлардан басқа онда қарағашлар, утарлар, емкундраулар бар. Юрт ноғайлары Алтын Ордадан, үлкен ноғай ордасынан, Астрахан ханлығынан шыққанлар. Неге десе, олар сол айтылған жерлерде көпте яшайдылар. Ногайцы-юртовцы – это особая группа в составе ногайского народа. Она имеет сложное происхождение. Она связана исторически с потомками Астраханского ханства и Большого Ногая, Большой Ногайской Орды. С присоединением в XVI веке Астраханского края добровольно присоединились и принесли шерсть потомки Астраханского ханства Московскому государю и стали служить, исполнять военную службу. К ним присоединялись еще во времена ханства и позднее представители Большой Ногайской Орды. Историческим самоназванием этой группы является Ногай, Нугай. Несмотря на специфический диалект произношения, все, что мы в данный момент имеем, то есть это этнографические данные, особенности костюма, генетические данные, материалы родоплеменные, тамги, ногайский эпос. Ногайский эпос Эдиге впервые был записан именно у юртовцев. Эпос Мамай. В принципе, народные определенные обряды, они все имеют, несомненно, ногайское происхождение. Юрт ноғайлардың саны 40-50 мың адам болады. Олар Астрахан областының 14 авылында яшайдылар. Астрахан ноғайларды Совет заманында татар миллетке қосқанлар. Ноғай ауылдарда ноғаша оқытпай, туған тілін орынға татар тілге оқытқанлар. Елбетті сол зат өз ізін қалдырған, оның қалдықтары келектегі арқаларға да тиген. В начале нашего движения в основном включились ногайцы-карагаши. Но я один был только из ногайцев юртовских. И вот пытались там доказать, что вот эти вокруг села это ногайцы юртовские. И вот слава Богу, сегодняшние события, сегодняшняя жизнь, сегодняшнее информационное поле, возникшее в интернете, стали более доступными для всех, и многие стали осознавать свою национальную идентичность. Что наши корни глубокие, наша культура была великой, и история была великой. И все это надо сейчас вскрывать и вскрывать. Все от нас, от сегодняшних ногайцев пока что скрыто. Пока скрыты великие вещи. В школе мне говорили, что нам, вот я учился в селянской школе, и школьница у нас была, там же на татарской, школа была татарской, и учительница говорит: вы прекратите, хойныз бұл ноғай ялпақ тілін, сөйлеңіз нишка татар тілінде, әдәбият тілінде сөйлерге керек. И меня так вот это задело на всю жизнь. Я думаю, почему наш язык такой, как бы отсталый. А оказывается, наш язык не то что отсталый, а основа основ всего тюркского мира была, оказывается, когда-то. Соңғы елларда ноғайлар басларын көтеріп бастағанлары өрленіп жолында екендерін көреміз. Адамдар өз миллетлері, ата-бабалары ақында ойланып баслаганлары.
ол зат уандырмай болмайды. Амансызмы, якшемасыз, дорогие зрители и слушатели. Мы с вами коснемся сегодня вопроса об интересной этнической группе, живущей вокруг Астрахани, о так называемых юртовцев или юртовских нагайцев. Интересный народ с древней историей, красивый народ с богатой и необычной традицией. Со своим с детства он мне на слух знаком изящным, очень славным диалектом, в котором сочетаются черты нескольких языков, и который, самое главное, имеет выход на целый огромный спектр тюркских языков. Поэтому приезжающие из Турции, юртовцев и туркмен наиболее охотно берут себе переводчиками. Это далеко не случайно. Не буду говорить очень многого, потому что споры по итогам переписи о юртовцах идут очень большие, очень большие. Я напомню только открытый мною документ. Ответ на официальный статистический запрос Исхака Мухамедова, старшины Зацаревской волости, главного среди юртовцев, от 1877 года. Как он интересно и образованно пишет: предки наши были юрт-нагай, из Азии пришедших. И после приезда царя Петра, это 1722 год, они разошлись по разным селениям и жизни кочевную сменили на оседлую. По-моему, тут и спорить-то не приходится. Леонид Шайсултанович Арсланов, покойный профессор, тончайший диалектолог, тюрок и первый тюрколог профессиональный по проблемам Астраханской области, писал очень хорошо о юртовцах. Межязыковое состояние. Межязыковое состояние. Но писал он об этом до переписи 1989 года, когда не знал, что большие группы астраханских жителей запишутся по переписи нагайцами. И после этого сказал: теперь вопросов нет. Это либо диалекты нагайского языка, либо диалекты на нагайской основе. Юртовцы перешли на оседлость, да, не то что после 1722-23 годов, после императора Петра I Великого, даже после. После упомянутого мною губернатора, историка, нам повезло в Астраханском крае, Василия Никитича Татищева, после него, когда в Астрахани-то, вокруг Астрахани, кроме крепостей, монастырей и рыбацких ватаг, не было вообще оседлых поселений. Они стали появляться после 1750 года. И вот эти 11 юртовских селений, 10-11 дней праздника Амиль, когда в гости ходили друг к другу из одного села во все основные праздник Амиль, Байрам. Некоторая аналогия Науруза, но не совпадающая с Наурузом. И вот эта структура образовалась тогда. Как всегда, у юртовцев, у оседлых жителей родовое устройство уходит в прошлое, но у юртовцев оно восстанавливаемое. Либо по названиям кварталов, либо по названиям населенных пунктов, либо по пометкам на кладбищенских памятниках. Но это только самое начало, о чем можно сейчас говорить. Потребуется большое изучение. И, простите меня, потребуется юртовская молодежь в науку, в историю, филологию, в искусствоведение. И, думаю, в школах, вот этих 11 населенных пунктах, об этом нужно постоянно думать. В селах тоже. А к сакалам даже моего возраста тоже непременно. И в этом я всех желаю удачи. До свидания. Сау болнос. Endi bolsa, biz yurt noğalardan yerli dialektini köşeyik. Bizge sol üstü yerli kraевед, spesialist Amir Musayev yardımlasar. Ondan son biz üretip materialga köşemiz. Язык юртовских нагайцев также имеет нагайское происхождение. Это отмечал, в частности, работавший в Нижнем Поволжье в 70-е годы прошлого столетия филолог из Татарской АССР Леонид Шайсултанович Арсланов. В ходе своих многолетних экспедиций этот ученый пришел
к следующему выводу, что в своей основе юртовский язык или диалект, как его говорят, как и близкий к нему язык алабугатских нагайцев и кундырских нагайцев, имеют именно нагайское происхождение с определенными внешними влияниями, которые он связывает, в частности татарского, например, языка, который он связывает с преподаванием в школах в советский период татарского языка в качестве родного. Далее контактов, значит, представителей юртовских нагайцев с потомками переселенцев татар со Среднего Поволжья, в частности в деловой среде, то есть это контакты там на рынках и прочее, да, вот. И третье, это понятно, что и межнациональные браки тоже несли свой определенный след. Но в этом также в своих работах Арсланов подчеркивает, что влияние здесь было взаимное. То есть юртовцы оказали влияние и на язык, значит, тех средневолжских татар, которые поселились в Наримановском, в частности, районе Астраханской области, да, в таких селах, как Новые Булгары, Зензели, Линейный, Курченко и так далее, что в их языке очень сильно именно юртовско-нагайское влияние. Это связано, например, с терминами родства, с теми словами, которые связаны с хозяйственной деятельностью, в частности, с теми же элементами поливного земледелия или содержания скота и так далее. То есть, если в языке юртовцев влияние больше было фонетическое, в частности, например, звук «с» менялся на звук «ш», там, звук, например, «а», в слове, например, «мага», да, это общенагайский, здесь поменялся на звук «и», «мира», «мне», там, общенагайский «сага», а у нас, у юртовцев говорят «сера», то среди, значит, переселенцев это влияние было и лексическое. Далее, язык вплоть до конца 20-го, начала 21 года оставался малоизученным, бесписьменным, но в начале вот этого года, значит, Российская академия наук, проведя целый ряд исследований, в том числе с носителями юртовско-нагайского диалекта, пришла к выводу, что юртовский диалект является диалектом нагайского языка. Теперь активистами и совместно с филологами и, значит, другими учеными ведутся работы по уже выработке и закреплению нормы, письменной нормы юртовско-нагайского диалекта с дальнейшим его популяризацией. Подарок сауға, бүләк. Дружба, дослык, татымлык, дуслык, татулык. Ключ, ашкыш, ашар. Цветы, шешекелер, шәшәкләр. Флаг, байрак. Деньги, акша. Собака,
ит, эт. Народ, миллет, халық. Весы, шеккі, шеке. Золото, алтын. Багаж, юк. Семья, әйел, аилә. Веселый, көңіллі, шатлыклы, көңіллі, шатлыклы. Богатый, бай. Сильный, күшлі, күшлі. Мягкий, юмсак, юмшак. Печальный, кайғылы, көсөйетлі. Смешной, күлкілі, қызықлы. Одинокий, ялғыз. Плохой, яман, осал. Хороший, игі, әру, яқшы. Хлеб, үтпек, итпек, икмәк, әпәй. Сыр, послак. Молоко, süt. Хинкал, ыңқал, торамша. Мясо, эт, ит. Бульон, сурпа, шурпа. Рыба, балык. Приправа, тузлык. Сладости, тәтлілік, тәтлі затлар. Яблоко, алма. Конина, йылқы, эт, йылқы, ит. Чай, шәй, шәй. Яичница, кайкана. Сок, еміз су, шырын. Говорить, сөйлеу, сөйлеу. Грустить, мұңлану, қайғыру, қайғыру. Бояться, қорқу, қорқу. Звонит, телефон соғу, жаңғырату, звонить кетпәлі. Ждать, саклау, күтіп тұру. Күту, күтпәлі. Мыслить. Ойлау, уйлау. Страдать, қиналу.
Карандаш, каратас. Ручка, калем, халям. Олка, үндірік, тартқыш, үлдірік, тартпа. Дневник, күнделік, күнделік. Доска, тахта. Тетрадь, теттер, дәптер. Письмо, хат. Стол, сыпыра, куна. Стул, ултырғыш, утырша. Книга, кітап. Светильник, шырақ. Коробка, кутык. Учитель, укутушы. Рыбак, балықшы. Пчеловод, балшы. Шеф, етекші, жетекші. Работник, қолықшы. Солдат, әскер, әскер. Водитель, жүргізуші, шопыр. Охотник, аңшы, аушы. Профессионал, уста. Чабан, қойшы, қойбаға. Врач, емлеуші, табиб. Писатель, язушы. Строитель, құрушы. Дождь, ямғыр, ямғыр, яуын. Молния, айындырық, ясынық, айнық. Снег, қар. Град, буршак. Гроза, ясынлы, ямғыр. Мороз, аяз. Солнце, күн. Ветер, ел, жил. Радуга, құрт-қашық, салауат. Юрек, сердце, юрек. Брови, кас, қаш. Мозг, бастың миы, баштың миы. Волосы, шаш. Зуб, тыс, тыш. Рот, ауыз. Язык, тіл. Губа, ерін, елен. Глаз, көз.
көз, күз. Нос, бурын, мұрын. Уши, құлақ. Часы, сәт, сағат. Мяч, топ. Очки, көзілдірік, көзілік. Кольцо, yüzük, yüzük. Палатка, шатыр. Утюг, иту. Зонтик, күндік. Кровать, орындық, орын. Зеркало, пиала, пиала. Замок, кырт. Ключи гаечные, ашкышлар, ашарлар. Туфли, бәпішлер, ату, аяқ киім. Котел, казан. Дом, үй. Комната, бөлім, үй, бөлмә. Гостиница, қонақүй. Окно, терезе, тәрәзә. Магазин, дүкон, кибет. Забор, қора. Школа, мектеп, мәктәп. Стена, там, ірге, ірге. Дверь, есік, ишек. Уборная, әжет-үй, аяқ йол, дәретхана. Ванная комната, юыну бөлмесі, юыну бөлмесі. Навес, ягу, қарқыра. Двор, азбар, ауля. Ворота, қапы, қапқа. Лестница, шапраж. Поиск, излеу, изляу. Подписаться, посылу, ушиву. Лайк, бас бармақты юғарға көтеріңіз. Ваш бармақты юғарға көтеріңіз. Дизлайк, бас бармақты төменге түсіріңіз. Ваш бармақты төменге түшәріңіз. Загрузка, синхронизация, ойлану, уйлану. Поделиться, бөлісу, бөләшу. Помощь, көмек керек.
дауыслау белгісі, тауышлау белгісі. Вопросительный знак, сурау белгісі. Сурау белгісі, сурау белгісі.